На главном информационном канале страны программа «Социум». Говорим сегодня о самом актуальном, а именно о подготовке к осенне-зимнему периоду. Работы в этой части фактически на финишной прямой. О том, как идет подготовка к ОЗП, мы поговорим сегодня с заместителем директора Чуйского предприятия высоковольтных электрических сетей «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Нурбеком Абдылдабековым. Здравствуйте, спасибо, что пришли к нам в студию. На самом деле тема очень актуальна. Вот скажите, пожалуйста, по подготовке к ОЗП, какие работы на сегодняшний день ведутся по Чуйской области? Ну, по Чуйской области вкратце могу сказать, что в рамках проекта развития сектора энергетики, финансируемого Азиатским банком развития, производится замена физически старых оборудований на новые, то есть именно это замена масляных выключателей на элегазовые 110 киловольт. Это по Чуйской области в совокупности где-то на 5 подстанциях производится модернизация. Помимо этого, по городу Бишкек также запланированы работы по модернизации подстанции. То есть это именно, если остановиться, подстанция промышленная, парковая, она связана со строительством третьей очереди с установкой трансформаторов 25 мегавольт ампер. То есть в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду также производится увеличение трансформаторных мощностей, а также замена проводов с увеличением сечения провода. А если говорить в процентном соотношении, на какой стадии сейчас подготовка к ОЗП? Потому что и премьер, и президент говорил о том, что необходимо провести все работы до 1 октября, потому что вот прошлогодняя авария на ТЭЦ оголила очень много проблем, и говорили о том, что подготовка к ОЗП должна быть очень тщательной. По подготовке к осенне-зимнему периоду, по итогам каждого прохождения осенне-зимнего периода производится анализ состояния наших сетей, подстанций. По итогам анализа производится, то есть включение в план, то ли в план капитального строительства или по линии эксплуатации. На сегодняшний день по капитальному ремонту, а также текущему ремонту работы произведены где-то в процентном соотношении на 90-95%. То есть можно сказать, что на сегодняшний день практически все работы по капитальному и текущему ремонту завершены. Также по капитальному строительству также ведутся активные работы, то есть на сегодняшний день оборудование на некоторые, то есть то, что запланировано на подстанциях, у нас поступило, некоторые еще на стадии поступления оборудования. Все строительные работы на сегодняшний день завершены. Помимо этого производится монтаж и пусконаладочные работы уже поступивших оборудований. То есть могу полноценно сказать, что в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду работы ведутся согласно утвержденного графика. А вот я знаю, что вы проводили на неделе пресс-тур по Чуйской области, и на самом деле, если говорить откровенно, вот многие наши те же самые подстанции, трансформаторы, они были установлены еще в советское время, по сути, они морально давным-давно изжили себя. То есть полностью ли заменяются, модернизируются? Ну, полностью не могу сказать, но по мере финансирования и согласно анализа также производится замена старых оборудований на новые. То есть это когда вот недавно был пресс-тур на подстанции Харабалта, в частности, если рассказать, то на данной подстанции производится замена 11 комплектов выключателей. Данные выключатели были установлены еще в 1969 году. С тех пор модернизации как такого не было. Вот в этом году мы комплексно включили в план, и в рамках данного плана на сегодняшний день работы ведутся. А вот если сравнивать с другими областями, на самом деле в Чуйской области и в Бишкеке население с каждым годом увеличивается, да, у нас очень большая внутренняя миграция, открываются какие-то производства, новые фабрики, заводы в той же самой Чуйской области. Вот что делается для того, чтобы усилить мощности? Ведь это очень важно, чтобы выдерживали нагрузку.
По увеличению мощностей, конечно, ежегодно у нас наблюдается рост потребления. Вот как вы ранее сказали, очень большая миграция. Именно все хотят в столицу, соответственно, и в Чуйскую область. Как вы знаете, основная генерация у нас находится на юге Кыргызстана, а основное потребление на севере получается. Опять же, нами производятся это летние, зимние замеры оборудований. Согласно этих замеров, также производится необходимое увеличение трансформаторных мощностей, а также увеличение сечений провода на линии электропередач. Ну вот есть же еще такая проблема, то что с приближением зимы многие жители, примерно частных домов, они не хотят покупать уголь. И им предпочтительнее и легче использовать те же самые электроплиты, обогреватели, и тем самым они увеличивают нагрузку, что дает сбои. Как с этим бороться? Ну, проблема. По нему с населением, опять же, работы ведутся по именно по экономии потребления электроэнергии, а именно использовано. Это основное у нас, знаете, потребление электроэнергии. На самом деле население расточительно относится к... Нет, в этом направлении они работы ведутся, то есть тоже с населением какие-то разъяснительные работы тоже ведутся, но к тому, что они используют электроэнергию, в этой части планомерно то, что у нас в плане заложено, и для, скажем так, для прохождения, успешного прохождения осенне-зимнего периода, так скажем, мы готовы. А вот скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день сколько вообще подстанций у нас есть по Чуйской области, и хватает ли их? На сегодняшний день на балансе предприятия, нашего предприятия, находится 53 подстанции. Это 2 узловых 500 киловольт подстанции и 5 220 киловольт подстанций, а остальные 110 киловольт. Данные подстанции на сегодняшний день, так скажем, отвечают тем нагрузкам, которые на сегодняшний день у нас есть. Вы говорите, что вы готовы на 90-95%. Можно ли гарантировать то, что население будет на самом деле бесперебойно получать энергоснабжение? Ну, я так могу сказать, что на сегодняшний день все меры по успешному прохождению, а также бесперебойному электроснабжению наших потребителей, работы в полной мере ведутся. До начала осенне-зимнего периода данные работы будут завершены. А по Бишкеку сколько еще у вас по плану работ, именно по замене тех же самых изоляторов? По замене изоляторов, это основное касается линии электропередач. По Чуйской области у нас на этот год запланировано порядка 25 тысяч замены изоляторов. Это старые фарфоровые изоляторы на стеклянные изоляторы. Данные работы, так скажем, начались где-то, наверное, с 2016 года. Разработана программа, утвержденная до 2020 года. В рамках данной программы будут работы вестись, скажем так, согласно этой программе. То есть в этом году мы успешно проведем ОЗП? Да, полностью могу заверить то, что в рамках для успешного прохождения ОЗП, а также для бесперебойного электроснабжения наших граждан, как по городу Бишкек и по Чуйской области, все работы ведутся. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы, потому что на самом деле это очень важно, потому что зима уже практически на носу. Спасибо. Отопительный сезон начнется уже через 2 месяца. Это говорит о том, что необходимо ускорить подготовительные работы, да так, чтобы качество при этом не пострадало. Главное – обеспечить население бесперебойным электроснабжением, о чем и сказал наш гость. На этом все. Это была программа «Социум». Я Джибек Капарбекова. До новых встреч.